Как и ежегодно, традиционно встреча началась с отчета о деятельности правительства за прошедший год, также о планах на текущий. По словам первого заместителя председателя правительства Павла Маринычева, в целом прошедший год по итогам общественно-политической жизни оценен положительно. Основные положительные итоги проведенной работы – это улучшение жилищных условий, рост заработной платы для работников бюджетной сферы, также введены места для дошкольного образования детей. Сохранилась и положительная динамика по добыче полезных ископаемых. Алмазодобычи увеличилась добыча нефти. Также в своем выступлении Павел Маринычев отметил, что Ленский район более защищен по сравнению с другими улусами, так как именно в нашем районе производятся основные инвестиции. Мы прогнозируем экономический рост по валовому региональному продукту, по инвестициям в основной капитал, потому что у нас есть все предпосылки для того, чтобы этого роста достичь. После получасового отчета первого заместителя председателя правительства начался активный диалог. Ряд вопросов горожане задавали в письменной форме. Самые смелые, которых оказалось не так много, задавали волнующий вопрос публично. Среди таких оказались вопрос военно-патриотического воспитания молодежи, строительство взлетно-посадочной полосы, нехватка квалифицированных врачей, повышение цен на продукты питания, также больной для всех вопрос увеличение оплаты за коммунальные услуги и электроэнергию. Давайте с отоплением разберемся. Тарифы на тепловую энергию для населения Республики Саха-Якутия, то мы с вами платим примерно 40% от того, сколько это стоит. Все остальное, а именно порядка 18 миллиардов рублей в целом по республике, мы гасим за наше население теплоснабжающим организациям из бюджета республики. И если посмотреть расходы семьи на отопление, то дешевле, чем в Якутии, только в Еврейской автономной области. Также ленчан волновал вопрос субсидирования авиарейсов по направлениям Ленск-Иркутск, Ленск-Новосибирск, на который правительство дало весьма однозначный ответ. Субсидировать побежье региональным перевозкам не будет, так как данный вопрос решается на федеральном уровне. Ежегодно озвучивается вопрос и вдоль трассового проезда в СТО. На данный момент, по словам Павла Маринычева, работа по решению этого сложного вопроса продолжается. Все вопросы, заданные ленчанами в ходе отчета, были взяты под контроль правительства. Светлана Балеева, Денис Семенов, НВК Саха, Ленск.